талантливых музыкантов и желающих учиться в учреждениях дополнительного образования с каждым годом становится больше, отмечает глава республики. Чтобы заниматься музыкой, необходима сильная материальная база. Минпромторг России готов обеспечить региональную школу искусств необходимыми музыкальными инструментами, но заявок от Ингушетии в министерство до сих пор не поступило. По этому вопросу глава сделал замечание министру культуры Марет Газдиевой. Для меня тоже было открытием, когда в Минпромторге в случайной беседе оказалось, что в Минпромторг есть департамент, который занимается музыкальными инструментами для школ. Совместно с Минкультом России? Ну, я не знаю, совместно или не совместно, но я знаю другое, что ни разу за время существования этого департамента от Ингушетии ни одной заявки там не было. Нет, это целевая программа, она только начинается в 18 году. Нет, департамент целый, она давно там есть. И в этом году тоже заявки там не было. Немало направлений, в которых предстоит провести колоссальную работу, отмечает и Марет Газдиева. Сейчас в республике работает 8 учреждений дополнительного образования. Практически во всех учащиеся педагоги ютятся в тесных неприспособленных помещениях, а потому принять на обучение всех желающих просто невозможно. В ближайшей перспективе мы столкнемся с ситуацией, станем заложниками ситуации, когда в основу создания республики симфонического духового оркестра мы не сможем ничего вложить, а также столкнемся с ситуацией, когда после строительства ряда ввода профильных объектов республики, которые мы строим, мы не сможем обеспечить их профессиональными кадрами. Продолжая тему дополнительного образования в регионе, директор колледжа искусств отмечает, практически во всех городах и районах республики строятся дома культуры. Важно обеспечить их профессиональными кадрами. Колледжи готовы оказать помощь в подготовке будущих работников культуры. Я неоднократно поднимал этот вопрос. Даже ездил по Сумжинскому району, я все села объездил, говорил с главами вот этих сельских образований, поселений. Давайте, направьте, 2-3 направьте к нам, учиться. Поддержите, если нет материальной возможности у детей, поддержите их. Там копейки, вот, дорогу хотя бы оплачивайте. Завтра у вас будет работник. Предложение по развитию детско-юношеского творчества озвучила и Фариза Шадыжева. Председатель Союза композиторов республики показал Юнусбеку Евкурову один из вариантов сборника старинных ингушских мелодий под названием «Галгай-Или». Она предлагает проводить уроки музыки по этим пособиям в детских садах и школах. Глава оценил труды Фаризы Шадыжевой и отметил, что этот проект наверняка станет перспективным. Вот я хотел гимн посвященный Вологоду. Папе я посвятила. Да, а есть просто вот... Есть. А нам тоже посвятить гимн. Посвящу. Глава республики поручил министру культуры представить предложение по внедрению в школах в качестве обязательного урока музыки. Тем более, что в новых образовательных учреждениях созданы все условия для профессионального обучения по этому предмету. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.